Студенты старейшего учебного заведения аграрного профиля в Тамбовской области в Ингушетии впервые. Познакомиться поближе с сельскохозяйственным потенциалом региона и получить новый полезный опыт от ингушских садоводов, с такой целью они и проделали этот долгий путь. А объект исследования – сад-гигант Ингушетии. Гостям рассказывают о технике, которая принимает непосредственное участие в процессе посадки саженцев и сбора урожая. Здесь и опрыскиватель, и подъемник, и другие незаменимые в процессе работы машины. Это спейдер. Он не у всех есть, но он нужен. Он дорогой, но без него нельзя. Если хотим быстро работать, хотим эффективно работать. Яблоневая долина Ингушетии, раскинувшаяся на 360 гектаров, сразу же приковывает к себе взгляды будущих аграриев. Как выращивают и хранят саженцы, чем удобряют почву и какой объем воды поглощают деревья в сутки. Студентам интересно все. Водозаборное сооружение мы сегодня поливаем, поэтому вода не течет. Обычно сколько мы воды потребляет насос, столько и поступает с канала сюда, с мотоком. Когда мы привозим саженцы, вот у меня саженцы стоят в воде. Этот канал мы специально сделали здесь, специальный канал, расширили его. И каждую весной саженцы с машин мы выгружаем, ставим в воду. Вода поступает с канала, протекает под ним и дальше возвращается. Ингушетия не первый регион, где со студентами из Мичуринска делятся опытом профессионалы аграрного дела. Они уже побывали в нескольких садах на территории Ставропольского края, но масштабы ингушского гиганта действительно впечатляют. У них был опыт посещения и южных садов в том числе, и, конечно, садов прежде всего Центрального федерального округа. Это и Орел, Орловская область, это и Липецкая область. Вот. Но масштабы, которые, конечно, представлены здесь, именно в сад-гигант Ингушетии, это просто поражает. Масштабы производства, подходы, которые здесь используются, технологии, которые используются. Главная цель экскурсии – заинтересовать молодежь в изучении аграрного сектора, так как специалисты в этом направлении всегда будут востребованы. Возрождение сельского хозяйства, возрождение именно вот этой отрасли, такой отрасли, как садоводство, по сути, это благополучие нашего российского народа. Поэтому мы бы хотели, чтобы по окончании университета они трудоустраивались, создавали собственное предприятие, воссоздавали наше сельское хозяйство и приносили пользу нашему обществу, и прежде всего семье. В Ингушетии гости пробыли только полдня. Дальнейший маршрут уже рассчитан. Еще несколько субъектов СКФО готовятся принять молодых агрономов. Кто-то из них, возможно, еще вернется в Ингушетию, уже в качестве работника аграрного сектора. Тамерлан Хамхоев, Хаваш Гойгов, Новости 24.